топливно-энергетическом колледже объявлен прием документов. Определиться с выбором у абитуриентов есть время до 10 августа. Предлагаемые здесь специальности востребованы и хорошо оплачиваются. Кроме того, обучение в СУЗе может послужить хорошим трамплином для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение. Продолжит Румина Ахриева. Ибрагим Измайлов пришел сдавать документы в Северокавказский топливно-энергетический колледж на специальность электрик. Как признается парень, он отдает предпочтение тяжелой, а иногда и пыльной профессии. А быть белым воротничком – это не его. Я выбрал эту профессию, потому что мне посоветовали родители. Мне самому нравится эта профессия, потому что эта профессия востребована в Ингушетии. И тут у нас большие стройки, и работы не останешься без работы. А Зарифат Ачиева решила еще ребенком, будет воспитателем в детском саду. Общение с детьми доставляет девушке удовольствие, и сегодня она пришла сделать шаг навстречу своей мечте. Наконец, она сдает документы на поступление. Этот колледж я выбрала, потому что недалеко от дома, это, во-первых, легко добираться. Мне посоветовали, как бы сказать, бывшие студенты, выпускники этого колледжа посоветовали, ну, так-то, преподаватели такие опытные. Если до сих пор молодежь давала предпочтение таким профессиям, как экономист или юрист, то сейчас многое изменилось. Из-за ужесточения правил сдачи ЕГЭ число желающих получить среднеспециальное образование резко возросло. Молодежь теперь в основном выбирает рабочие профессии, такие как электрик или парикмахер. Благо в республике есть ресурсы, позволяющие дать молодым необходимые знания. Принимаем в этом году на специальность программирования компьютерных системах, также принимаем на дошкольное образование, то есть это воспитатель дошкольного учреждения. Также у нас идет преподавание в начальных классах, то есть ПМНО. Вот именно вот эти специальности у нас на базе 11. Также хотел бы пояснить, что на базе 9 электромонтеры, автомеханики, наладчики программного аппаратного обеспечения, сварщики, электромонтеры по ремонту оборудования, также портные. Вот эти профессии, по этим профессиям мы ведем набор. Если до сих пор обучение в колледже сопровождалось рядом неудобств, такими как маленькие кабинеты и нехватка оборудования, то очень скоро и это канет в лету. Да и при таких стесненных обстоятельствах колледж ежегодно выпускал до 1000 специалистов и регулярно занимал ведущие места на соревнованиях. А теперь для тех, кто учится и будет учиться, строится 3 новых корпуса, а это, соответственно, больше удобств и новые возможности. Пожелания какие? Чтобы учились хорошо и действительно знали, зачем идут, чтобы действительно получить рабочий специальность. Не так просто пришел там, отсидел, ушел. Все-таки ранг студента, ранг школьника, он разный. Поэтому после 9 класса, который проходит, они как-то еще пребывают в этом школьном возрасте. Поэтому я пожелал бы, чтобы именно выпускники 9 класса, чтобы они уже осознанно шли сюда и осознанно выбирали именно эти рабочие профессии. Прием документов в Северокавказский топливно-энергетический колледж продолжится до 10 августа. А узнать, есть ли среди зачисленных их имена, Зарифа и Ибрагим смогут 20 августа. Списки поступивших вывесят на специальной доске во дворе колледжа. Румина Ахриева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Экологическая акция